На сегодня работа в темном шумном месте с повышенной температурой окружающей среды вблизи горячих поверхностей. Какую позицию? Очень много показывают. 3, 5, 2, Мало. расход. Давление еще говорят. Давление, вот, давление тоже высоковато. Высоковато давление. Чего там? 336. То есть машинисту котла не нравятся показания датчиков расхода и давления воздуха ВГД. Понятие «не нравится» у нас закладывается возможное несоответствие показаний датчиков режиму работы оборудования, в нашем случае режиму работы вентилятора горячего дутья, сокращенно ВГД. Начнем с датчика давления воздуха. Откручиваем продувочный вентиль, воздух идет, значит импульсная линия чистая. Чистая – это значит, что внутри не скопился конденсат или грязь. Откручиваем накидную гайку, привлекаем удачу постукиванием ключа и отсоединяем импульсную линию. После этого показания датчика должны прийти к нулевому значению давления. 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, 0,02, 0,01, 0,01. Доводим до нуля длительным нажатием на однерку и после моргания цифры на табло нажимаем кратковременно 2. 0 выставлен. Подсоединяем датчик к импульсной линии. Пошло дело. Тут. Показания на датчике появились. Работа закончена. Переходим на датчик расхода воздуха того же ВГД. Откручиваем крышку, чтобы добраться до клеммника датчика и снять показания в миллиамперах. И 0. На клеммах тест миллиампер не было. Поэтому отсоединяем один из проводов и подключаем мультиметр в режиме измерения миллиампер. Диапазон работы датчика от 4 до 20 миллиампер. Сейчас он в работе, и показания должны быть в этом диапазоне. Как видно, показания есть. Перекрываем импульсные линии датчика и открываем уравнительный вентиль для проверки показаний датчика при нулевой разности давления. Показания должны быть 4 мА. Показания нестабильны. Датчик проявляет себя как творческая личность и не ограничен банальными условностями. Протягиваем контакты перемычек, меряем показания, они отклонились от 4 мА. Снова выставляем 4 мА вращением подстроечного резистора. Замечаем, что показания датчика стали гораздо стабильнее. Видишь, сейчас так хотя бы не прыгает, когда это. А вот импульсные линии показались забитыми, так как не чувствовался проток воздуха через продувочные вентили. Отсоединяем импульсные трубки. Пробуем очистить блок промышленной вибрацией. Устанавливаем импульсные линии и снимаем показания с датчика. После проверки доложили машинисту о завершении работы, и по его мнению показания стали идеальны. На этом и договорились. Освобождаемся от электрического потенциала мытьем рук и стерилизуем одежду потоком сжатого воздуха.